Добрый день, уважаемые члены жюри, участники конференции. Меня зовут Ефимов Кирилл, я ученик 10 А класса Якутской кадетской школы-интернат. Тема моего выступления – трактовка основ Раскольника на основе традиционного верования народа Саха. Творчество Достоевского изучено во многих аспектах. Среди них раскрыты истолкования основ главного героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова. В данной работе предпринимается попытка рассмотрения основ данного героя на основе религиозных верований народа Саха. В исследовании используется работа доктора исторических наук профессора Азалии Иннокентьевны Бравиной Тютьтылджета. Выбор темы обусловлен возрастающим интересом к творчеству великого классика Федора Михайловича Достоевского в год его 200-летия со дня рождения. Нами выдвинута гипотеза о том, что трактовка основ Раскольникова может иметь отличие в силу отличий в менталитете разных народов. Методы исследований, анализ художественного текста, работа с критической справочной научно-популярной литературой. Цель работы – найти сходство и различия в истолковании основ Раскольникова у славян и народа Саха. Основная задача – сравнить общепринятые истолкования основ Раскольникова с истолкованиями на примере сонника профессора Бравина. Работа состоит из введения 3 глав заключения библиографии. Исследователи трактуют сны Раскольникова с точки зрения психологии. Давайте рассмотрим их. Первые 2 сна – сны предостережения. Они говорят о том, что Раскольников по натуре гуманный и ему не следует идти на преступление. Сон показывает скрытое желание Раскольникова убить хозяйку квартиры. Хохот старушки показывает, что герой не ее убил, а себя убил. Апокалипсис показывает, что теория Раскольникова ошибочна. У народа Саха было особое отношение к снам, и существовали свои способы толкования снов. Итак, если сравнить предметы и явления, увиденные во снах Раскольникова, то выходит следующее. Все 4 первых сна совпадают в трактовке. Апокалипсис, по верованиям народа Саха, видит болезни хорошим новостям, все предметы этого сна к лучшим переменам, кроме пожара. Таким образом, роман Федора Михайловича Достоевского немыслим без снов главного героя. Сны являются важнейшим художественным приемом, который помогает автору полномерно донести до читателя свою мысль. По 4 первым снам главного героя нет больших различий в сравнении трактовок исследователей и народа Саха. По последнему сну Раскольникова есть существенное различие. Так как болезнь во сне у народа Саха трактуется как обратное явление, то есть воспринимается как знак того, что все будет хорошо. Выдвинута гипотеза о том, что трактовка основ Раскольникова на основе религиозных верований народа Саха может иметь различия, нашла свое подтверждение. Спасибо за внимание.